Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Этот блог будет необычным. Все дело в том, что сегодня я впервые в своей жизни побывал на мусульманских похоронах. И до этого момента я никогда не видел, как мусульмане прощаются и хоронят своего брата. И хотелось бы, конечно же, рассказать вам о этом ритуале, потому что он отличается от нашего с вами православного, христианского. Я думаю, что несмотря на такую грусть и печаль, этот блог для вас будет интересным. Поэтому подписывайтесь на мой канал прямо сейчас, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Поставьте лайк этому видео и, конечно же, делайте репосты. Самое главное, никуда не уходите. Поехали! Сегодня вместе со своими друзьями-войнахами я отправился из Ингушетии в Чеченскую Республику, в город Грозный, чтобы проститься с общественным и политическим деятелем Чеченской Республики Арсановым Ахметом. Для тех, кто не знает, кем был Арсанов Ахмет, я сейчас вам расскажу. Но прежде я хотел бы выразить свои слова соболезнования всем его родственникам, близким, родным, друзьям, а также всем тем, кто его знал. Это действительно был очень искренний, добродушный, настоящий человек, горец, мужчина. Но для меня он был и остается миротворцем. Потому что этот замечательный человек в войнах поддержал ингушей касаемо пригородного района. Дай Бог здоровья его близким и родным, а Ахмеду Арсанову пусть земля будет пухом и пусть Бог его вознаградит за его мужественные и искренние поступки. Ингуши мусульманами стали в первую очередь в пригородном районе. Именно так. Вот так. Это ваша святая. Могилы ингушского народа в пригородном районе. Хоронить везете туда своих. Это все известно. Тогда пусть покажет мне, на каком основании отдали от ингушей пригородный район. На каком основании? Кто имел право? Покажите такой закон. Все религии мира осуждают это. Чужое. Это грех. Это грех. Ахмед Арсанов – потомок известного религиозного деятеля Дэни Арсанова. И я вот хотел бы немного сейчас рассказать про этого человека. Это для тех, кто о нем ничего не знал. Ахмед Арсанов родился 1 июня 1933 года в селе Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чечено-Ингушетии. 23 февраля 1944 года был депортирован в Казахскую ССР. Окончил лесотехнический факультет Казахского сельскохозяйственного института. В 1990-1993 годах был народным депутатом Российской Федерации, членом Совета национальности Верховного Совета Российской Федерации, членом Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов. Являлся членом фракции «Коммунисты России. Суверенитет и равенство».
Как вы знаете, я по своей религии не мусульманин, я христианин, и очень был удивлен тому, что прощаться с Ахмедом пришло тысячи и тысячи людей. И больше всего меня впечатлило то, что люди, которые вновь пришедшие, подходили к ближайшим родственникам Ахмеда. И каждый раз, когда вот новые люди подходят, все делали общую молитву. Ну, так как я не мусульманин, я, конечно же, немножко не в своей тарелке себя чувствовал, но мне объяснили, что нужно делать, как держать правильно руки и просто говорить «Аминь». Вот, так как же проходят похороны и поминки у мусульман? Смерть для любого мусульманина – это переход от земного существования к ожиданию судного дня и к вечной жизни. Поэтому большое значение придается соблюдению всех обрядов, переходу к смерти, омовению, погребению. Поминальные дни у мусульман после похорон тоже имеют особое значение. Похоронные обряды описаны в сунне пророка Мухаммеда. После того, как врач засвидетельствовал смерть, покойному закрывает глаза, разминает и вытягивает руки и ноги, подвязывают тканью нижнюю челюсть. Затем с усопшего снимает одежду и кладут его в направлении киблы, полностью накрыв покрывалом. После смерти мусульманина желательно поспешить с выполнением 4 вещей: омыть его тело, обернуть его в саван, совершить за него заупокойную молитву и похоронить. Перечисленное является коллективной обязанностью мусульман населенного пункта, в котором умер мусульманин. Если эти действия или одно из них не будут совершены, то грех ляжет на всех верующих населенного пункта. В исламской традиции мусульманин должен быть похоронен до захода солнца в день кончины. В случае, когда смерть пришла ночью, допускается хоронить на следующий день. Коран велит быть в трауре 3 дня, однако многие мусульманские народы продлевают этот срок до года. Это не является обязательным. Дольше всех должна соблюдать траур жена. Смерть – это воля Всевышнего, поэтому принять ее надо со смирением. Нельзя скорбить долго, рыдать, кричать, рвать на себе волосы и одежду. Печаль должна быть светлой и короткой. Мусульман хоронят без гробов. Умершего на специальных носилках несут к могиле. Приглашенный имам начинает чтение поминальной молитвы. Без произнесения джаназа намаза погребение не признают состоявшимся. Для прочтения молитвы верующие встают в 3 ряда лицом в сторону Мекки и произносят священные слова про себя. Все присутствующие бросают по горсти земли, затем могилу закапывают и насыпают невысоким холм, проливают немного воды. В головах покойного на захоронение устанавливают табличку с именем умершего. Друзья, смотрите, сколько машин приехало, сколько людей, мужчин, вайнахов, чеченцев и ингушей приехали, чтобы проститься с Ахмедом Арсановым. Здесь, да? А где его? Так. Ахмед Арсанов являлся внуком шейха Дени Арсанова и сыном шейха Багаудина Арсанова.
Дэни и Багаудин Арсановы также похоронены на этом кладбище, и рядом захоронили Ахмеда Арсанова. Хочу напомнить, что шейх Дэни Арсанов – глава крупнейшего религиозного братства Чечни и Ингушетии – Тариката Накшбандия, выдающийся общественно-политический деятель Северного Кавказа конца 19-го, начала 20-х веков. Его называли миротворцем. Этой политики придерживались и его сыновья, а в последующем внуки. Еще раз мне хотелось бы выразить свои слова соболезнования всем его родственникам, близким, родным, друзьям, а также всем тем, кто его знал. Ну а если вам понравилось это видео, то поставь ему, конечно же, лайк, подписывайтесь на мой канал и самое главное, берегите себя. С вами я не прощаюсь, я говорю до встречи.